Я Бейшебек Улуджанбек. Вы знаете, я рос с мечтой стать лучшим спортсменом. Но я никогда не думал, что стану профессиональным тайским боксером. Сначала я хотел стать чемпионом своей страны. Это было просто предел мечтаний. Я выиграл все турниры страны и выездные соревнования. Все через силы, конечно. Спустя 2 года мы уже готовились на чемпионат мира 2014. Задача второго работает также абсолютно руками. Сбивает туда, куда ходит клинч. Хорошо, клинч зашел, 20 ударов, ответил и меняется. Понятно? Где я занял 3-е место. Я буду с вами честным, мне было нелегко. Хотя я часто смотрел бои чемпионата мира и был готов. После мы также тренировались и побеждали, как обычно. Я становился лучше. Через 2 года собрался еще раз на чемпионат мира 2016. В меня верила сборная страны, ровно так же, как и моя семья. И у меня опять 3-е место. На чемпионате мира в этот раз судьи вытянули своего в финал. Окей, нет никаких проблем. Я провел бой за пояс чемпиона мира и выиграл этот бой. Но пояс одели проигравшему мне сопернику. Я чуть с ума не сошел на ринге. Да, это было со мной. После чемпионата мира я остался жить в Таиланде и продолжил свою тренировку в лучших клубах, как Сидио Тонг и Firetex. Оказавшись там, я поднялся еще на ступеньку выше. Слова как легенда, муай-тай, буакао и сэйн-чай стали привычными для меня, и это было неудивительно. Мы очень часто выступали вместе и даже были соперниками. Мы тренировались каждый день, утром и вечером. Менялась техника, а я становился еще лучше. И мне это очень нравилось. На каждом турнире я выкладывался на все 100% и вырывал победу. Да, как всегда, бывали моменты, судьи вытягивали свои. Бывало так, что я проигрывал. Да, было дело. Те ребята были сильнее меня. Ведь я был лучшим, и меня ставили против лучших. У меня не было рейтинговых боев, как у всех, кто занимается в Таиланде. С первых дней я проводил бои с лучшими, и до сих пор это продолжается. Мы соперничали даже на тренировке, везде очень большая конкуренция. Я не был готов к этому. Вы знаете, когда ты был вне конкуренции, и тебе все говорили, ты лучший в стране, лучший на чемпионате мира, и ты привык побеждать. Ты действительно считаешь себя лучшим. Я не умел проигрывать. Но я проиграл. Но я не сдавался и не отпускал руки. Ведь я кыргыз, а у нас не принято сдаваться. Так и шел к победе. Теперь после каждого боя я получаю признание из разных людей со всего мира. И это заставляет меня работать еще больше.